Сыктывкарская Ника – серебряный призер Кубка России. Битва за первый трофей этого сезона прошла на выезде в Курске. Титульный спонсор команды организовал для болельщиков чартер. Место в самолете нашлось и для нашей съемочной группы. Алексей Корчма побывал на баскетбольной Курской битве. Первый в истории массовый выезд на другой конец страны. Воспитанники детско-юношеской спортивной школы, дети из подшефного интерната и самые преданные болельщики Ники. С барабанами, клубной атрибутикой и в боевом настроении. Всего 80 человек. Это здорово, когда клуб принимает решение привести болельщиков в игру, на самую главную игру этого года. И не 5 человек, не 10, которые тоже могли бы поддерживать, но везут почти 100 болельщиков. Это очень здорово. Спасибо большое руководству клуба, что они пошли на это. Надеюсь, что такая традиция будет продолжена. Дорога из Сыктывкара заняла чуть больше 2 часов. Некоторое время покружили над Курском. Аэродромные службы не успели расчистить полосу от снега. На земле самолет встречали усиленные наряды полиции и фанаты местного «Динамо». Надеемся, будет очень шумно и с нашей стороны, и с вашей. И команды будут довольны и покажут хорошую игру, красивую в финале Кубка России. Для желающих обзорная экскурсия по городу. Остальные болельщики отправились на разведку в спортивный комплекс. Своих среди чужих узнавали по футболкам с клубной символикой. Их изготовили за сутки до выезда. Спасибо Лузалесу за чартерным самолетом из Сыктывкара прямо в Курск. Поэтому полностью готовы поддерживать нашу команду. В группе Ника Сыктывкар ВКонтакте был розыгрыш 10 билетов. Я была одним из счастливчиков. И на самолете прямиком из Сыктывкара до сюда добрались. Мы успели пройтись по центральной улице. Народу очень мало, здания низкие, но архитектура красивая в центре. Не обошлось без маленьких хитростей от принимающей стороны. Полиция запретила вход на арену сыктывкарским болельщикам с барабанами. Мол, их диаметр и высота превышают максимально допустимые. Дошло до смешного. Барабаны полицейские замеряли рулеткой. Но конфликт быстро уладили. У курских фанатов инструменты оказались куда больше. Вот они, двойные стандарты. Курская «Динамо» – признанный лидер баскетбола. В составе несколько легионерок с российскими паспортами. Полная обойма первоклассных игроков. А вот Ника в финале Кубка страны могла рассчитывать исключительно на своих русских девчонок. Но в заявке всего 7 человек. Раиса Мусина играет с травмой. Ротация состава Курску позволяет нарушать, но и наши не отстают. Как итог, Мария Черепанова и Валентина Кожухарь за перебор фолов ушли с площадки досрочно. Впятером без права на замену на аморально-волевых боролись до финальной сирены. Догоняли «Динамо», но чуточку не смогли. 61-65. Поражение достойной победы. Мы играем за 11-й день 5-й матч. И я считаю, что девушки заслуживают огромного спасибо за тот качественный баскетбол, который они показали сегодня. На церемонию награждения игроки Ники вышли в футболках, посвященных памяти основателя компании «Лузалес», титульного спонсора клуба Николая Семенюка. Мы здесь для того, чтобы быть лучшими. Но сегодня в данной ротации с течением обстоятельств мы все понимали, что будет тяжело. И как мы все увидели на табло, что нам не хватило игроков. Но сегодня девчонки бились, показали свой характер. И если кто-то может сказать, что серебряные медали плохо, то пусть кто-нибудь попробует их и завоюет, эти серебряные медали. Капитан Ники Раиса Мусина признана самым ценным игроком и лучшим снайпером. В символическую пятерку турнира вошли разыгрывающая Ники Марина Голдарева и центровая Варвара Псарева. Я считаю, мы провели достойный матч. Нам не хватило всего 4 очка, но мы боролись до конца. У нас маленькая ротация. Мы сквозь зубы хотели победить. И, конечно, нам не хватило немного, но я горжусь каждым игроком, горжусь нашим городом, всей республикой Коми и болельщикам, которые сегодня присутствовали на наших трибунах и болели за нас. Спасибо вам всем большое. Следующий матч на домашней площадке Ника проведет 5 января. Принимаем Ногинский «Спартак». 9 января выезд к Красноярскому «Енисею», а через 5 дней новая битва. 13 января в КСЦ «Ренова» в рамках женского Еврокубка играем с французским «Лионом». Алексей Корчма, Артем Соколов, телеканал Юрган, Курск.